Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил ускорить темпы уборочной кампании. Туркменистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном и избран новый председатель Центрального совета аграрной партии Туркменистана и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам хода сельскохозяйственных работ и поручил держать под неослабным контролем проведение хлопкоуборочной кампании, обеспечить высокую функциональность сельхозтехники, предприятий и пунктов приема, своевременно производить расчеты с производителями и сервисными учреждениями за проделанную работу. Кроме того, президент Сердар Бердымухамедов распорядился принять все меры для сбора в полном объеме урожая риса в Дашагузском и Либабском вилаятах, а также сахарной свеклы в Марийском регионе. Отдельные указания касались контроля за организацией торжеств, приуроченных к предстоящему празднику урожая. Частный сектор Туркменистана достиг 29 тысяч компаний и предпринимателей благодаря системе налоговых преференций. Об этом сообщил в ходе выступления на международной конференции СИЭТ-2024 Тачмырат Гурдов, член правления СППТ. Государство полностью освободило от налогов сельхозпроизводителей, отменило НДС для частных лиц и установило налог всего 2% с оборота для малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия платят 8% налога на прибыль. Председателем Центрального совета аграрной партии Туркменистана избран Акмамедов, ранее работавшим заместителем председателя. Выборы состоялись в ходе 4-го съезда партии, состоявшегося 4 ноября. Аграрная партия Туркменистана вносит большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, являющейся одним из базовых сегментов национальной экономики, а также стимулирование аграриев на новые трудовые достижения. Постоянные представители Туркменистана и княжества Лихтенштейн при ООН подписали в Нью-Йорке совместное коммюнике о постановлении дипломатических отношений между двумя государствами. Церемония состоялась в офисе постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций. В ходе встречи постоянный представитель Туркменистана Аксолтан Атаева и представитель Лихтенштейна Кристиан Веневесер обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. В небо Каппадокии был запущен воздушный шар с портретом Махтумкули в обрамлении флагов двух дружественных стран – Туркменистана и Турции. Данная акция состоялась в рамках мероприятий, которые посольство Туркменистана в Турецкой Республике провело совместно с фондом «Эко-Евразия» и Ассоциацией сотрудничества гражданского общества Тюркского мира. Посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишимкулиев подчеркнул, что Каппадокия является важным туристическим регионом Турции. Она всемирно известна своими площадками для полетов на воздушных шарах. Компания Padron из Швейцарии презентовала кольцо Примера, способное трансформировать обычные поверхности в интерактивные панели управления компьютером. Гаджет позволяет пользователю контролировать компьютер простыми движениями пальца по любой поверхности. Перемещение курсора на экране в точности повторяют движение пальца, а прикосновение к поверхности работает как щелчок мыши. Важно отметить, что вся обработка информации выполняется внутри устройства, обеспечивая безопасность пользовательских данных. Примера легко подключается к компьютерам и планшетам через Bluetooth без необходимости установки дополнительных программ. Хотя точная дата поступления в продажу пока не называется, желающие могут оформить предзаказ по цене 259 евро. Власти Нью-Йорка приняли решение не наказывать пешеходов за переход дороги в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора. Ранее такие нарушения наказывались штрафом до $250. Инициатором изменений стала член городского совета демократ Мерседес Нарцисс. Каждый житель Нью-Йорка спешит по своим делам, и это нормальное поведение горожан, подчеркнула Нарцисс, добавив, что отмена штрафов позволит полицейским сконцентрироваться на более важных задачах. Подобные изменения уже приняты в ряде американских городов, включая Денвер и Канзас-Сити, а также в штатах Миссури, Калифорния, Невада и Вирджиния. Саудовский Аль-Таун прибыл в Ашхабад на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФК-2 против Алты-Насыра. Встреча 4-го тура между командами пройдет в Ашхабаде в среду 6 ноября и начнется в 19:00 по местному времени.
Организаторы матча сообщили о свободном входе на стадион и призвали болельщиков прибыть на игру заранее. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.